На встрече властей Ингушетии с делегацией из Костромской области обсудили отраслевые направления, которые могут быть взаимовыгодными в плане дальнейшего сотрудничества двух регионов. Оба субъекта заинтересованы во взаимодействии в различных сферах деятельности. Благодарен за то, что нашли время навестить республику. Довольно серьезная делегация. И самое главное, что эта делегация несет в себе большую часть культурных программ и проектов. Дни культуры Костромской области, которые мы проводим вчера, сегодня, завтра будем проводить, они бесспорно подчеркивают, в том числе, стремление нас, как руководителей субъектов, к выполнению указов президента, поручений президента Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству. И, конечно, бесспорно, и выполнение тех планов, которые ставят, и задач, которые ставит правительство Российской Федерации по исполнению тех соглашений в рамках помощи друг другу по всем сферам. Глава Ингушетии заявил, что формат сотрудничества будет расширяться. Будут рассмотрены перспективы сотрудничества в строительной, текстильной промышленности. Наше сотрудничество, бесспорно, оно будет крепнуть с каждым днем. И не нами, Сергей Константинович, это заложено, что до нас, руководители, это все так закладывали. Бесспорно, мы будем поддерживать так, чтобы и наши предшественники, и наши, кто после нас пойдут, они были на этом же пути и работали в этом же направлении. Все, что делается сегодня, это в первую очередь делается для наших народов, для того, чтобы мы ближе друг друга узнавали. Губернатор Костромской области заявил, что готов предоставлять сельхозугодия для аграриев из Ингушетии, желающих приехать в область и заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Значит, еще раз подтверждаю, что если у ингушских семей, занимающихся сельским хозяйством, будет возникать желание переехать в Костромскую область, заняться сельским хозяйством, проблем здесь никаких нет. У нас сегодня более 350 тысяч гектар сформированных муниципальных земель, которые мы могли бы запросто задействовать, оказать содействие для наших ингушских друзей. Принципиально считаю, что нам надо увеличивать в первую очередь хозяйственно-торговый обмен. Учитывая то, что в республике идет активное строительство, мы хотели бы установить прямые кооперационные связи по поставкам фанеры, древесно-стружечной плиты, труб для промышленных нужд, значит, кровельных материалов. С учетом того, что сейчас в значительной степени развивается аграрный сектор республики, без сомнения были бы рады, если те продукты, которые сегодня выпускают химические заводы Костромской области, это в том числе заводы по производству удобрений, причем удобрений 4-го, 5-го поколений, единственное пока в стране нашей. Вот. Думаю, они тоже могли бы здесь найти возможность для своей реализации. Губернатор Костромской области также добавил, что был в республике более 6 лет назад и удивлен переменам, которые произошли в республике за это время. Очень рад тому, как республика начала заниматься сельским хозяйством, используя исключительные преимущества, климатические, природные преимущества. Вот. Я сегодня уже сказал руководителю республики о том, что такие сады я видел только в Европе. Индустриальный подход, возможность хранить, вот, точно абсолютно позиция, в которую у меня зампосалки влюбилась, да, побывав на хранилище этом новом. Вот, поэтому обеспечивать социальную сферу, значит, фруктами надо отсюда. Давайте договаривайтесь, значит, смотрите логистику, и надо эти вопросы решать. Тем более у нас соглашение подписано. На встрече также прозвучали предложения по поводу обмена студентов и спортсменов, повышения квалификации педагогов. Ректор Костромской сельхозакадемии рассказал, что они готовят специалистов, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие 6 лет. Власти области готовы помочь республике в повышении квалификации педагогических работников региона на базе Костромского областного института.